вами сегодня празднуем торжество православия. А православие — это и есть чистота ума, это и есть чистое, истинное прославление Господа Бога. Праздник этот впервые был совершен в IX веке. В истории нашей церкви были такие печальные страницы, когда всю церковь волновали страшные ереси. И вот в IX веке был совершен первый праздник торжества православия, когда была убеждена страшная ересь иконотворчества. Почитание икон, там не православие. Как это понять? Почему мы так с вами говорим? Ну, потому что когда мы с вами видим иконы, когда мы понимаем образы, то мы с вами кланяемся, чествуем первообраз, того чествуем, кто изображен на данной иконе, кланяемся его и чествуем его, и чествуем икону как святыню лобызания. Братья и сестры, почитание икон — это отражение величайшей славы Господа Бога. Господь Бог непостижимый, недоведомый, изволил воплотиться, стал человеком, в себе в своем едином лице соединил совершенное божество и совершенное человечество. И таких самых разных святых мы с вами поздравили храмы, украшенные ликами святых. Это тоже говорит нам о том величайшем подвиге Господа Иисуса Христа, о Его величайшей славе, что Он эту славу подарил нам с вами людям. Этой славой Он очистил человеческое естество и дал человеку Божие, освящение Духом Божиим святым души человеческой так, что человек стал живым храмом, негневным живым храмом Господа Бога. Братья и сестры. Вот поэтому сегодня, когда мы с вами вспоминаем торжество православия, мы с вами, во-первых, вместе с этими святыми, вместе со всеми ангелами, мы славим нашего Спасителя Господа Бога. Мы с вами вместе с ними чистым умом воспеваем Его славу и восхваление. Но вместе с тем также мы прославляем и всех святых. Мы прославляем тех, кто возлюбил Господа Бога всем своим сердцем, всей своей душой. Конечно, сегодня торжество православия и тех, кто и сегодня стоит здесь в храме, кто чистой душой открывает свою любовь к Господу Богу, кто ради этой любви совершает шествие поста, особый чин, когда так называется чин торжества православия. Во время этого чина, братья и сестры, сегодня произносится слух всем народам, всей церкви, сегодня произносится анафемы, то есть отражение, анафемы всем ересям, всем ложным учениям, которые искажают истинное учение Господа Иисуса Христа. Мы с вами имеем, мои дорогие, самую великую драгоценность, самую великую ценность в мире, потому что явился на земле сам Господь Бог и откроет нам всю свою правду, пленяющую разум свой, послушание божественному откровению и подвязающихся за него, ублажаем и восхваляем. Это здесь сказано, ублажаем и восхваляем. Ублажаем и восхваляем. Противящиеся истине, если они не покаялись перед Господом, ожидавшим их обращения и раскаяния, если они не восхотели последовать священному писанию и преданию первенствующей церкви, отключаем и анафемствуем. Отрицающим бытие Божие и утверждающим, что этот мир самобытен, что все совершается в нем без промысла Божия, по случаю анафема. Говорящим, что Бог не дух, а вещество, также не признающим его правильным, милосердным, премудрым, всеведущим и произносящим подобные искупления анафема. Терзающим утверждать, что Сын Божий не единосущен и не равночестен Отцу, также и Дух Святый, не исповедующим, что Отец, Сын и Святой Дух един Бог, анафема. Позволяющим себе говорить, что к нашему спасению и очищению от грехов не
страдания, смерти и воскресения анафема, не приемлющий благодати искупления, проповедуемого Евангелием как истинного средства к оправданию нашего перед Богом анафема, дерзающий говорить, что пречистая Дева Мария не была прежде Рождества, в Рождестве и Празднестве Девы анафема, не верующий, что Святой Дух умудрил пророков и апостолов, через них возвестил нам истинный путь к спасению, засвидетельствовав в него чудесами, что он и ныне обитает в сердцах верных и истинных христиан, наставляя их на всякую истину, отвергающим бессмертие души, кончину века, будущий суд и вечное воздаяние за добродетели на небесах, а за грехи осуждения, отвергающим таинство Святой Христовой Церкви, отвергающим собою святых отцов и их предания, согласующие божественному откровению, благочестно хранимые православной католической церковью. Вот как. На самом деле, для человека, который своей душой предан Господу Богу, для человека, который хочет научиться любить своего Создателя, своего Спасителя, для человека, который приходит в церковь для того, чтобы войти в общение с самим живым Господом Богом, для такого человека открывается величайшая любовь. И такой человек в душе открывается потребность нести эту любовь и воздавать любовью тому, кто его любит, выше, самым высшим образом. Как воздавать? Ну, конечно же, только один из способов, самый настоящий – воздержание от силы того, что отвлекает нас от Господа Бога. Воздержание телесным освобождается душа для неба, открывается для благодати Божией, освящается благодатью Божией. Поэтому Божье моста становится действительно возможным побороть себе какую-то страсть на эти грехи. Поэтому отвергать Святой Пост – это, конечно, уже влюбленный разум, это, конечно же, отвержение того, что открыто нам от Господа Бога. И, конечно, вот это израильтяне, в котором нет лжи, то есть нет лжи. Вот, братья и сестры, дай Господи нам с вами, чтобы когда мы придем к Господу Богу, когда мы встретимся с Ним, мы с вами должны